Ассалаумалейкум, урматтуу Кыргызбол каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 3-март Бишкекте технопаркта азыр Барыс футболдук клубунун презентациясы болгон жатат. Башталарында бир нече мүнөттөр калды. Алда кызыктуу болот. Да, там есть. Сразу говорил, уже повторяю. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Доброе утро. Меня зовут Ханабек, и я очень рад вас всех здесь приветствовать. Здравствуйте. Сегодняшний день навсегда останется в истории кыргызского футбола. Сегодня в футбольном мире Кыргызстана появляется новый хищник — футбольный клуб «Барс». Когда говорят «Барс», сразу представляешь силу, скорость, грацию. Это значит, мы будем всех побеждать и делать это красиво. Я вас всех поздравляю с рождением нового футбольного клуба «Барс». С сегодняшнего дня и футболисты, и тренерский штаб, и все, кто будет прикладывать руку к тому, чтобы этот клуб развивался, мы все одна огромная семья, с чем вас я и поздравляю, поэтому давайте нас будет становиться только больше, пусть наша поддержка только усиливается, а все победы будут впереди. Вы знаете, я почитал ваши фамилии, я кроме вас больше никого не знаю, оказывается, в футболе Кыргызстана. Одни звезды, вы всех собрали, с кем вы играть будете, я не знаю, но многообещающе, да? И хочется в самом начале пригласить сюда генерального директора клуба Аралбаева Ганимета Асанказиевича. Под ваш аплодисменты. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, барлық қонақтарға. Ауа райына қарабай ушу бүгін бізге көрмөн болуп бизди колдоп келгендерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эң биринчиден ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз, чын денсаулык, узун өмүр каалайбыз. Барлык кармаган оразаңар кабыл болсун, бар дуалар кабыл болсун. Негизи Ысык-Көл областынын тарыхын карай кетсек, акыркы жолу команда 2003 жолу болуптур. Анан мына Кудай буйруса 22 жылдан кейін біз жаңы команда түзіп, жаңы профессиональный команда түзіп, жақсы іштерді кылып атабыз деп ойлойм. Ең негизгиси биздин максат Ысык-Көл областында дегеле Кыргыз республикасында футболду өнүктүрүү, жаш таланттарды ар бир айыл аймактардан тартып, биздин биринчи курамга тартып, жана улуттук биздин командага жардам берүүдө. Анан дагы азыр эң жакшы доор болуп атат. Кыргызстаныбызда жакшы стадиондор салынып атат. Ар бир областта, ар бир шаарда Кыргыз футбол биримдигине чоң ыраазычылык, ушундай жакшы иштер болуп атат. Буюрса быйыл жакшы чемпионат деп болот деп ишенем. Эң күчтүү чемпионат болот деп ишенем. 14 команда, абдан күчтүү командалар бар, буякта легионерлер келип атат. Чоң өнүгүү болуп атат футболдо.
эми уруксат этесиздер, биз презентацияны башлай берели. Чамархан. Давайте поаплодируем, поблагодарим. Что ж, с вашего позволения, давайте посмотрим, что за звезды, что за бойцы, что за бешеные игроки в составе. Пройдемся по ним. Под ваши овации я начну представление игроков, а именно легионеров. Их у нас 11 человек. Пожалуйста, встречайте. Соловьев Алексей. Абрамов Алексей. Логачев Богдан. Великородный Дмитрий. Миносян Григорий. Лысенко Никита. Давыдов Николай. Костенко Тимофей. Забрудских Виталий. Ермаков Всеволод. И Калназаров Рустам. Прошу любить и жаловать. Наши великолепные легионеры. Ребята, добро пожаловать в Кыргызстан. Мы рады вас видеть. Мы ждем от вас, конечно же, зрелищной, интересной игры и только побед. И наши звезды. Галактикос. Мирлан Мурзаев. Жуматаев Арген. Мусабеков Фархат. Жиргалбек Улу Кайрат. Кенжебаев Эрмек. Ниязалиев Мурас. Человек с прекрасной фамилией Рыспаев Нурлан. Исламкулов Марсель. Великолепный капитан сборной Кичин Валерий. Дациев Саид. Сагынбаев Бекджан. Ахматов Айзар. Узденов Магомед. С таким составом не просто победы. Вот строго моменты, которые можно в YouTube Highlights забирать, да, должны быть. Так, дальше. Великолепный тренерский штаб. Не менее знаменитые фамилии здесь у нас собраны. Очень рад их представить. Главный тренер футбольного клуба «Барс» Крестинин Александр Сергеевич. Ассистент главного тренера Будренко Игорь Николаевич. Тренер вратарей Перов Александр Владимирович. Тренер видеоаналитик Ромжи Николай Геннадьевич. Позвольте представить административный и медицинский штаб. Вайдулаев Санжербек, это менеджер команды. Также менеджер Джанабек Улу Илимбек. Представляю администратора Доктурбеков Анардин. Еще администратор Тариелов Улан. Медицинский штаб. Бахтыбеков Баястан, доктор команды. Переходим к нашим профессиональным массажистам. Сманбеков Ниязбек, Адылбеков Кален и Шевцов Денис. Встречайте. Ребята, прошу любить и жаловать. Наша великолепная, многообещающая команда. Команда, я вас поздравляю с началом, с первыми шагами. Я думаю, это надолго, и это будет красиво. Футбольный клуб «Барс». Что ж, ребята, давайте поближе встанем красиво, чтобы сделать общее фото.
Да. Не спустимся вот по половину. Да. Все. Вот того. Как вам фото? Вау, да? Фото, да? Так, а можно поближе друг к другу, пожалуйста? Чуть-чуть ближе. Гоша, давай, фиксируй. Ай, красавцы. А можно всех игроков попросить повернуться и туда посмотреть, чтобы мы вот, если вы будете убегать от соперника, что они будут видеть. Вот он. Красота. Рахман, Рахман? Все, Гоша, один раз, да, или еще есть? Это все, да? Ребята, спасибо огромное. Ну, Мирлан, ты как будто в своем, да? У тебя всегда спортивное, всегда футбольное и всегда красивое. Я благодарю ребят. Смотрите, у нас здесь, конечно же, присутствует весь тренерский штаб. Так, здравствуйте, Александр Сергеевич, еще раз. Добрый день. Мы хотели у вас спросить про команду. Как вы думаете, какие потенциалы у команды в Кыргызской премьер-лиге? Ну, мы провели качественную, хорошую подготовку. Игроки достаточно квалифицированы, поэтому потенциал достаточно высокий. А вот вы же провели, получается, УТС, учебно-тренировочные сборы, да? И кого вы хотели отметить, типа, кто был самым лучшим на тренировках? Ну, вы же знаете, я никогда никого не отмечаю индивидуально. То есть команда здорово отработала на сборах, поэтому выделю всю команду. Непростая была работа, но на очень высоком уровне ребята отработали. То есть игроки, с которыми вы уже знакомы, вы работали с ними в сборной? Хуже не стали. Хуже не стали? Ни в коем Так же, случае. Все на очень высоком уровне. И в человеческом, и профессиональном. Ни одного вопроса к ребятам нет. Но они профессионалы, знают наши требования, и для них это все привычно. А вот насчет легионеров, у вас в команде сейчас 11, получается, в общем, да? Легионеры. Ну, как, Давыдова назвали легионером, у него кыргызский паспорт, извините. Да? Ну, да. А вы насчет них что скажете? Это очень высокого уровня тоже футболисты. Видите, на поле, конечно. А вот в Кыргызской премьер-лиге сейчас у нас 14 команд получается. Как вы думаете, какое место по итогу чемпионата вы займете? Ну, так далеко мы не предсказать думаем. сможете? Нет, не могу. Предсказаниями это вот в конторе там занимаются, еще что-то. Ну, будем рады любой медали. А вы раньше работали вот в сборной, в кыргызской сборной. Сейчас наша сборная играет в третьем отборочном раунде на отборе чемпионата мира. Они уже провели там 5 матчей, по-моему, да? Не ошибаюсь. Как вы оцениваете эти матчи? Мы там по множеству проиграли. Ну, я, во-первых, не имею права никак оценивать. Ну, вот мы видим таблицу, вот сегодня так. Работу Максима Павловича, например. Ну, это неэтично оценивать коллег. Да? Ну, конечно, это один момент, второй момент. Ну, мы видим таблицу сегодня так, но еще есть игры, когда можно все исправить. Но вы в целом довольны игрой сборной сейчас на данный момент? Я сейчас как тренер не могу говорить доволен. Я как болельщик. Ну, как могу. болельщик, ладно. Довольны или не устраивает вас результаты? Ну, могли быть лучше, могли быть хуже. Сегодня так, еще раз повторюсь, есть время все исправить. А вот то, что в сборную сейчас выбирают игроков, а этим вы довольны или нет? Вот то, что Мурзаева не приглашают в сборную, типа. Ну, это прерогатива главного тренера или руководства. Я не знаю, как сейчас это происходит. У нас было это по-другому. Окей. Ладно, хорошо, спасибо вам за интервью маленькое. Желаем удачи вам в чемпионате. Так. Друзья, у нас есть здесь почетный гость. Болу? Мы хотим предоставить ему Достор, азыр деген и Барыс футболдук клубу өзүнүн оюнчуларымен тааныштырды. Андан кийин болсо өзүнүн формасын да көрсөттү. Бул жерде бир нече оюнчулар сахнага чыгышты, баягы формасын кийип алыпчы. Азыркы учурда болсо
баягы алып баруучу өзүнүн кандай десем алып баруучу өзүнүн алып баруучулук ишин кылып атат кыскасы. Ошол жалпысынан командада биз тааныган оюнчулар көбүнчөсү даже дээрлик жарымынан көбү, бирок ошончолук эле легионерлер дагы аз эмес экен. Аларды дагы бизге тааныштырды. Ошол туугандар, Барыс футбол клубу менен тааныштык. Эми азырда калды да бир нече сөздөр сүйлөнөт. Ошолор сөздөргө биз көп. Туугандар, ушу менен презентация соңуна келип чыкты. Биз жана айткандай эле Барыс клубу менен толугу менен тааныштык. Жана Барыс футбол клубу июль айына чейин, башкача айтканда, Кыргыз премьер лигасынын биринчи айланпасын Бишкек шаарында эле өткөрө турган болуптур. Анткени деген ысык көлдөгү өздөрүнүн стадиону даяр боло элек болгонуна байланыштуу. Азыркы учурда Мурас Юнайтед баягы Машыгуу базасында өздөрүнүн оюн өткөрүшөт экен. Июль айында болсо өздөрүнүн стадиону ремонт болуп, оңдоо иштери бүткөндөн кийин ошол жака Кыргыз премьер лигасынын экинчи айланпасын ошол жактан ары ойноп өткөрүшөт экен. Ошол туугандар, Кыргыз премьер лигасына кош келипсиңер деп айталы, Барыс футбол клубун. Силерге болсо видеону аяна чейин көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кызыктуу болду деп биз үмүттөнөбүз. Анан силер кимде-ким биздин каналыбызга катта элек болгон болсо, сөзсүз түрдө катталып, анан биздин ушул чыгарылышыбызга лайк басып койсоңор, бизге чоң колдоо көрсөткөн болосуңар. Аяна чейин көргөнүңөргө рахмат. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча жакшы тургула.